Ключевое мероприятие «Десятилетие науки и техники» проходит под девизом «Твое полное погружение в океан науки». Здесь собрались лучшие студенты Ингушского государственного университета, чтобы предоставить свои работы и поделиться своими открытиями. К примеру, на площадке юридического факультета школьникам предложили поучаствовать в процессе судебного заседания или же опознания преступника. Предъявление для опознания предусмотрено статьей 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Уголовное законодательство запрещает проводить повторное опознание с тем же опознающим и по тем же принципам. Конвой, пожалуйста, пригласите подозреваемого. Ну, вообще достаточно интересно. В какой-то момент, где-то на середине, я поймался на мысли, что как будто бы я фильм смотрю. То есть играли очень тихо, но уверенно достаточно. Событие, которое объединяет ученых, исследователей, студентов и всех, кто интересуется наукой. Фестиваль дает возможность погрузиться в мир знаний и открытий, расширить свой кругозор и узнать о последних достижениях в различных областях науки. Тем более руководство университета уделяет огромное значение практическим занятиям. Эти установки позволяют вести обучение студентов наших на мировом уровне. Это очень большое достижение, очень большое достижение. Развитию науки наш университет уделяет не только на уровне высшего образования, но на уровне среднего профессионального образования. Сейчас мы создаем в нашем гуманитарно-техническом колледже различные лаборатории, где студенты уже будут соприкасаться с началом такой научной деятельности, будут изучать различные научные методы, научные способы с тем, чтобы их применять и в образовательном процессе, а в последующем, после получения специальности, и на производстве. Фестиваль науки предлагает широкий спектр мероприятий для посетителей всех возрастов. Здесь можно посетить лекции и дискуссии, принять участие в интерактивных экспериментах. Каждый найдет что-то интересное и увлекательное для себя. Наша группа решила устроить этнографический уголок в виде фотозоны, чтобы привлечь внимание школьников. Так как если бы мы просто им рассказали о наших обычаях, традициях, что очень важно, они бы отвлекались сильно и не слушали. А если мы им дадим возможность после рассказа пофотографироваться, и плюс, если будут примеры, то есть у нас тут и баннер, и вот эти приметы быта, которые они могут понаблюдать, потрогать. То есть дети не любят тактильный контакт с различными предметами. Им будет так гораздо интереснее, они с большей охотой нас будут слушать. Ахмед Евлоев сегодня в роли наставника. Он студент инженерно-технического института на базе Ингушского государственного университета. Школьникам парень демонстрирует процесс создания модели бутылки Клейна, у которой нет краев. Ее внутренняя поверхность одновременно является внешней и наоборот. Ось. Мы ее поднимаем, точки и соединяем. Потом снова делаем кручение и соединяем горлышко и дно. У нас получается наша модель, 3D-модель бутылки Клейна. Здесь можно найти и единомышленников, обсудить свои идеи и получить поддержку для своих научных исследований. А сам фестиваль не имеет возрастных ограничений, поэтому принять участие может каждый. К примеру, один из гостей фестиваля – Муслим, школьник только в 5 классе, но его знания в некоторых предметах давно перешагнули этот образовательный порог. Я участвовала в викторине. Наша команда была 5 тигров, а другая – лузеры. Какие вопросы были? Легко ли ты? Разные вопросы про Ингушетию и про историю. Ты любишь историю? Я очень люблю историю, поэтому я занял первое место, отвечал больше всего. Фестиваль дает возможность узнать о последних достижениях в науке, встретиться с учеными и стать частью научного сообщества. Это мероприятие, которое вдохновляет на дальнейшие исследования и помогает развивать научный потенциал страны, признаются сотрудники. Мы полагаем, что это мероприятие особенно актуально в наши дни, когда в связи с известными событиями наша страна оказалась в изоляции, и мы должны рассчитывать только на собственные силы. Это значит, мы должны рассчитывать на молодежь, на их возможности, на нашу науку. А университет является именно той площадкой, которая в котором не только начинают, делают первые шаги в науку студенты, но которая должна и формировать научное мышление у студентов. Поэтому я думаю, что сегодня обмен опытом, увидеть друг друга, понять, кто какими направлениями занимается, и какие-то идеи у них рассмотреть, для себя перенять, показать свой опыт – это замечательная площадка.
План фестиваля «Наука плюс» в Ингушском государственном университете разделен на несколько этапов. И если сегодня свои возможности показывают будущие педагоги, филологи, историки, юристы и экономисты, то накануне свои проекты представили факультеты естественных наук. Хава Гагиева, Магомед Дарсигов, Новости 24.